Всем привет! Ну как выходные, как праздники, как отдохнули? Надеюсь, что очень хорошо. Странно, что в этом году в сети практически не было шуток про прошлогодний салат, хлеб и так далее. Ну и вообще, в принципе, шуток и мемов было мало. А это значит, что? Правильно, отдохнули все очень хорошо, и времени даже не было на соцсети. Но не все, потому что кто-то же должен снимать на видео и выкладывать в сеть тех, кто хорошо отдохнул. Это рубрика «В сети». Начнем. В Альметьевске замечены ребята, которые, видимо, под бой курантов потеряли часы, календари, короче, все, что могло подсказать им, какой сейчас день. Поэтому они до сих пор отмечают Новый год. Ребята закаляются, молодцы. Скоро крещенские морозы, так что нужно быть готовым к ним. Хотя другие варианты тоже есть. Может быть, цирк уехал, а эти ребята остались. Или они были аниматорами на Новый год и сейчас решили снять костюмы и отдохнуть. Вариантов масса, главное, что им весело, и прохожим тоже. Лепили в этом году снеговиков. В сети было очень много разных, красивых и немного странных, но вот самых креативных собрали в парке Урицкого. Так сказать, фестиваль «Снегокрасавец 2020». Вот что из этого вышло. Похоже на собрание жильцов какого-нибудь старенького дома, потому что на собрание приходят именно такие персонажи. В самом популярном китайском интернет-магазине замечена футболка с татарской символикой. Вы скажете, ничего удивительного, ведь татары везде. Но если посмотрите, то, уверен, у вас будет вот такое вот лицо. Причем вроде в названии написано «Республика Татарстан», а на футболке «Чувашская». Вот тебе и на. Так что, друзья, будьте начеку. В Новый год с новыми масками для Инстаграма. На этот раз наша национальная. Оп, да, бикяхши. О. Если вдруг кто-то начал сейчас искать такую маску в Инстаграме или Снэпчате, не пытайтесь, это просто красивый монтаж. Но разработчикам на заметку, идея-то прикольная. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото, новости, видео. Короче говоря, будьте в сети. И еще раз всех с Новым годом. Пока!